Мой драгоценный малыш, если ты забыл, я хочу напомнить тебе, что тебе повезло и тебе суждено прожить полноценную жизнь. Однако некоторые вредоносные вложения могут ограничить ваши шансы. Вот почему я умоляю вас сегодня, верьте в божественное время и время от времени ослабляйте контроль над определенными результатами. Путь к изобилию также может включать в себя неожиданные повороты или трудные испытания. Примите эти моменты такими, какие они есть, возможности учиться и развиваться, а не бороться с ними. Примите бесконечные возможности, которые вас окружают, и поверьте, что все становятся на свои места ради великой цели. Всегда помните, что Вселенная работает за кулисами, чтобы обеспечить положительное влияние на вашу жизнь. Процветание и изобилие касаются не только вас самих, оба приносят пользу всему обществу. Даяние и щедрость – поистине могущественные действия. Сделайте пожертвование на благотворительность или поделитесь тем, что у вас есть, с теми, кому повезло меньше, чтобы каждый мог разделить вашу удачу. Даяние, не ожидая ничего взамен, запускает мощную цепную реакцию процветания, которая может расти. Наконец, помните, что истинное здоровье не зависит ни от внешних факторов, ни от материальных обстоятельств, живет внутри тебя. Развивайте внутреннее чувство и удовлетворение. Питайте свое тело, душу и разум. Найдите внутренний баланс и гармонию, уделяя приоритетное внимание заботе о себе, вкладывая средства в личное исследование и развивая связи. Если вы будете жить так, как вы, это обязательно принесет процветание в вашу жизнь. Более того, я молюсь, чтобы эти слова коснулись вашего сердца, вдохновили ваш дух, сердце силы, благодарности и изобилия. Чтобы прожить жизнь, полную изобилия и успеха, вы должны подходить к поиску денег и изобилия с открытым сердцем и готовым слушать божественное руководство. На этом пути ты заслуживаешь всего хорошего, что может предложить жизнь, любовь моя, и я буду рядом с тобой на протяжении всего пути. В этом видео Бог обещает, что вы не будете говорить, потому что Его слова обладают силой удивительным образом изменить вашу жизнь. Приготовьтесь удивиться Его обширным знаниям, Его простым для понимания инструкциям и Его нежной любви к вам, когда вы будете слушать с открытым сердцем. В этом беспокойном мире Он желает говорить напрямую с вашим духом, используя видение точка Его бесконечное сострадание и знание, чтобы поделиться истинами, которые будут иметь вечное влияние. Дон. Он желает личной встречи с Богом. Он хочет утешить вас, показать вам путь к праведности и направить вас. Хотите общаться напрямую со своим сердцем, игнорируя внешние отвлекающие факторы и внутреннюю неуверенность? Его любовь, смысл вашей жизни и чудеса Его творения можно будет понять лучше, если вы прислушаетесь к Его посланию и позволите Ему быть понятым в вашем сердце. Когда вы смотрите этот фильм непредвзято, приготовьтесь удивиться знаниям, которые Он передает, ясности Его наставлений и нежной любви, которую Он испытывает к вам. Вы драгоценны и ценны, и Бог хочет, чтобы вы помнили, что с Его точки зрения вы великолепно и чудесно созданы с божественной целью и материальной наградой. Его наблюдение подтвердит ваш статус любимого новорожденного и заверит вас, что вы никогда не будете одиноки, потому что Он всегда рядом с вами. Позвольте Его словам проникнуть в ваше сердце и дать вам новое ощущение цели, веры и мотивации. Во тьме Его Слово подобно огню, поэтому будьте готовы принять Его руководство.
Будьте готовы быть смиренными, потому что Слово Божье полно милости, сострадания и прощения. Они осветят путь к жизни с избытком и вечному счастью. Ваши беды, горести и страдания Ему знакомы. Его послание – нежное напоминание о том, что Его любовь не знает границ и что Он всегда готов обнять вас с распростертыми объятиями, как бы далеко вы ни прошли. Просмотр этого фильма должен вызвать в вашем сердце глубокое чувство благодарности и удивления, когда вы подумаете о безграничной доброте, верности и любви. Подчинитесь Его словам, чтобы они изменили вас изнутри. Бог пытается привлечь ваше внимание, освежить вашу душу и помочь вам встать на путь великой цели и успеха. Итак, друг мой, воспользуйся этим священным временем по максимуму. Согласно тому, что сказал Иисус Христос, даже если это кажется невозможным, но я могу предлагать вам благословение, исцеление и теплые чувства. Присоединяйтесь ко мне в молитве. Господи, я прошу Твоей помощи, я не хочу бояться Тебя или беспокоить Тебя, потому что Ты спас мою жизнь с точки зрения любви, богатства и здоровья. Я верю в Тебя больше всего на свете. В этом мире. В ближайшие несколько недель, будучи участником нашего канала, у вас будет хороший шанс остаться довольным и даже получить это. Ваша молитвенная жизнь была последовательной и надежной, и теперь пришло время начать пожинать благословения, которые я обещал вам. Результат всей вашей тяжелой работы, блага, которые мы запланировали для вас, станут результатом ваших молитв. Ваша тяжелая работа, наконец, начинает приносить плоды, и вы должны начать видеть результаты своих усилий уже сейчас. Я прекрасно знаю, что вы столкнулись с финансовыми трудностями. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я всегда здесь, чтобы помочь вам финансово и любым другим возможным способом, потому что я могу удовлетворить все ваши потребности. При всем уважении ко мне, я позабочусь обо всех ваших потребностях, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, как вы будете оплачивать свои расходы. Вам не нужно беспокоиться о том, как вы собираетесь оплачивать свои счета, и хотя может показаться, что решения сейчас нет, я могу найти его для вас. Несмотря на то, что вы приняли мое предложение, я знаю, что вы прошли через множество трудных отношений, которые сформировали вашу личность. Хотя я хорошо осознаю предстоящие проблемы, пожалуйста, поверьте моему предсказанию о том, что ваша личная жизнь вот-вот начнется. Как ракета, уверяю вас, ваша жизнь улетит, если вы будете верить в Бога. Я прошу вас досмотреть это видео до конца. Есть кто-то, кто идеально вам подходит, кто-то, кто сможет увидеть вас таким, какой вы есть на самом деле, и вдохновит вас раскрыть свой величайший потенциал. Как человек, понимающий, я могу идентифицировать себя с этим человеком. Будьте взволнованы и верьте, что я смогу привести этого человека в вашу жизнь, когда вы прощаетесь. Я могу привнести их в вашу жизнь. Я имею привилегированную возможность представить их вам. Мечтайте о многом и стремитесь к тому, чего действительно желает ваше сердце. Вам нечего терять, если вы будете следовать своим интересам и амбициям. Я надеюсь, что вы осуществите цель, ради которой были созданы. Помните, я забочусь о вас и желаю вам добра. Мы открыли вам это не для того, чтобы показать вам это расстояние, а для того, чтобы подготовить вас к тому, что должно произойти. Я хочу подарить счастье, не причиняя вреда,
исполнить вашу просьбу в контексте вашего будущего. У меня такие мысли из-за подготовки. Вам может казаться, что вы делаете это в одиночку, но Бог держит вас за руку и направляет на каждом этапе пути. Я здесь, чтобы укрепить вас, оказать помощь и поддержать справедливость. Я, Вечный Отец, сотворю чудеса в твоей жизни, если ты поверишь в меня. Делать для тебя добро делает меня очень счастливым. Пусть ты всегда принимаешь Божью волю, я сдержу оба обещания и сейчас, и в будущем. Знай, что ты никогда не останешься один, даже в трудную минуту. Я никогда тебя не оставлю. Позволить мне войти и принять свое присутствие – это то, что вам нужно. Впусти меня, открыв дверь. Те, кто придерживается моего учения, не будут голодны, и те, кто придерживается моего мнения, Бог не будет голодать. Если вы ищете меня, я удовлетворю все ваши потребности. Я хочу разделить с тобой богатую жизнь. Через что бы ты ни прошел, это пройдет, если ты веришь в Бога. Мне не терпится обнять тебя, когда ты это сделаешь. Я протянул руку, ожидая, что это произойдет. Я знаю, что иногда бывает трудно верить в себя, особенно в трудные времена, но я тоже пошел туда. Я знаю, через что ты проходишь. Я неустанно работаю за кулисами, хотя вы не можете увидеть мою работу. Имейте это в виду. Я сделал это для тебя, это дар, осознаешь ты это или нет. Поощряйте себя быть смелым и бесстрашным. Господь составил псалом. Я могу открыть тебе дверь, если ты поймешь, что доверяешь мне. Ты не знаешь, как сильно я забочусь о тебе. Приди ко мне и позволь мне позаботиться о тебе. Я обещаю, что никогда не оставлю тебя. Эта жизнь полная волшебства и красоты, и я могу показать вам фокусы. Моей благосклонности для тебя достаточно, и я никогда тебя не оставлю. Я знаю о вашей ситуации и проблемах, с которыми вы сталкиваетесь в настоящее время. Если вы обратитесь ко мне за помощью, я смогу превзойти ваши ожидания и готов получить ваши благословения и чудеса. На каждом этапе пути я помню каждого из вас, пока создаю Вселенную. В вашей жизни есть цели и пункты назначения, которых вы можете достичь, и я дал вам средства для этого. Могут быть моменты, когда вы чувствуете себя далеким от меня и мира в целом, несмотря на особые таланты и способности, которые я дал вам. Возможно ощущение, что вы блуждаете в темноте в поисках трудных решений. Однако помните, что я всегда рядом с вами, с нетерпением жду вашего подхода, чтобы вы могли попросить моего совета и руководства. Если вы хотите, чтобы свет освещал ваш путь, истина направляла вас, а жизнь приносила вам счастье и изобилие, тогда я здесь для вас. Позвольте мне объяснить вам процесс. В течение следующих 2 недель ожидайте значительных улучшений в ваших романтических отношениях, финансовом положении и физическом здоровье. Бог дал указания, как получить эти блага, и вас ждет еще большая радость. В настоящее время вы испытываете огромную боль и страдания, но чудеса уже в пределах досягаемости. Утром зрелищное событие положит конец вашим финансовым заботам. Бог сказал это, указывая на то, что скоро начнется новый сезон, который принесет благоприятные результаты. Директор. Вы получите много преимуществ, и ваш образ жизни повлияет положительно. В
ближайшие 24 часа произойдет особое событие, которое откроет вам доступ к новым источникам богатства. Вы можете не ожидать этого от знакомого источника, но смех, мысли и любовь вернутся в вашу жизнь. Последствия последуют, но вы вернете все, что потеряли, как внутри, так и снаружи. В ближайшем будущем вас ждут одни из лучших событий в вашей жизни. Будьте готовы, помощь, ответы, восстановление, благо и чудеса находятся в пределах досягаемости. Я верю в тебя и верю в твои способности. Дорогой Господь, я благодарен за твою доброту и щедрость. Вы так много сделали для меня, и я вам очень благодарен. Смиренно прошу вашего руководства и помощи мне жить по вашей воле. Чувство мира и удовлетворения сопровождает эту молитву. Поверьте мне, потому что у меня всегда есть идеальное время. Я запланировал для тебя кое-что особенное, и в конце концов все будет хорошо. Иногда вам, возможно, придется подождать, но сосредоточьтесь на благодарности и доверии к Богу. Обещаю вас не разочаровать. Я всегда буду рядом с вами, предлагая мир, любовь, исцеление и благословение. Ваше беспокойство, страхи, стресс и боль исчезнут, как и обещал Бог. Что бы с тобой ни случилось, я поддержу тебя. Верьте, что я улучшу вашу жизнь и решу любые проблемы. Приветствую вас, представители общественности. Пишу вам с посланием принципиальной важности. Мир становится намного счастливее для замечательных людей. Когда ангелы-хранители вошли в вашу жизнь, они написали для вас это послание и попросили меня поделиться им с вами. Это необычный разговор, он настраивается под вашу конкретную поездку. Ваш ангел-хранитель хочет, чтобы вы знали, что вот-вот произойдет событие, которое изменит вашу жизнь. Ваш жизненный путь вот-вот сделает резкий поворот из-за чего-то или кого-то особенного. Эта глава готова объяснить, хотя это может одновременно волновать и пугать, пребывание в компании этого человека может принести больше, чем просто преданность. Это также может принести комфорт, любовь и счастье. Представьте этого человека как источник, из которого текут ваши хорошие эмоции, создавая атмосферу покоя, которая становится вашим местом покоя. В этом районе найдут удовольствие как временные посетители, так и постоянные жители. Паутина ваших отношений с этим человеком может показаться сложной и предопределенной, как красиво сотканный гобелен, но самая важная нить заключается в том, что в эту паутину все еще вплетено ваше генеалогическое древо. Выгоды, которые они приносят, сегодня глубоко укоренились, их влияние сформировало вас и принесло пользу, подготовив вас к этому человеку. Этот персонаж обладает глубоким чувством смирения, а также зрелости и приземленности. Давайте посмотрим на ваше будущее сейчас. Смех радости, праздника и изобилия, вас ждет обильный урожай. Соберите урожай своего тяжелого труда. Вы находитесь на пороге новой технологической эры, в которой вы сможете преодолевать препятствия, пробудить чувство радости и страсти и войти в новую эру мира и эмоциональной гордости. Вы собираетесь занять видное положение в мире. Все становятся на свое место для того, чтобы вы встретили человека, с которым сможете поселиться. Много перемен в вашей жизни. Этот человек единственный в своем роде. Они зрелые, скромные, сострадательные, добрые и любящие.
Они окажут большое влияние и изменят вашу жизнь. Просто стойте там вместе, и вы сможете ясно видеть благодаря их руководству. Это больше, чем краткий момент. Веселье означает преодоление трудностей всей группой и становление сильнее. Возможно, вы приносите этому новому поколению чувство мира и удовлетворения. Вы станете сияющей звездой, потому что Вселенная работает вместе, чтобы дать вам любовь и свет. Вы собираетесь вступить в новую эру, где ваше счастье безгранично и переполнено, свободное от бремени жизненных проблем. Имея этого человека в своей жизни, вы можете рассчитывать на радость и удовлетворение, возникающие от глубокой связи и взаимопонимания. Эта радость, похожая на возвращение домой, где каждая встреча вызывает улыбку на вашем лице, ваши шаги и боль в вашем сердце. Этот человек – дар ваших предков, ответ на ваши молитвы и воплощение ваших самых сокровенных желаний. Радость и богатство празднования дня рождения вы сможете разделить друг с другом. Они играют жизненно важную роль в вашей судьбе как партнера, который приведет вас в золотой век личного развития, открытий и безграничных возможностей. Вы стоите на острие этой невероятной связи, фундамент которой заложили ваши предки. Держите свой разум и сердце открытыми, принимая эти изменения, и скажите себе, что вы готовы получить спокойствие, эмоциональную радость и преданность делу. Вам посчастливилось иметь особый характер, и ваш ангел-хранитель направляет вас в этом особом приключении. За их руководство вы навсегда благодарны. Знайте, что Вселенная наблюдает за вами и любит вас. Приготовьтесь к судьбоносному опыту, вступая в новый мир безграничных возможностей и принимая его благословение как любимое Дитя Божие. Знаете ли вы, что можете прямо в эту минуту увидеть свою настоящую вторую половинку? Молитесь и размышляйте в этот деловой сезон, чтобы искать Божьего присутствия, черпать от Него силу и руководство. Молитесь за тех, кто проходит через эти изменения от вашего имени. Пусть Божья мудрость будет очевидна в их выборе, потому что вы знаете, что Его план хорош. Я молюсь, чтобы их шаги соответствовали воле Божьей и привели к великим переменам. Изменения в вашей жизни были специально запланированы Богом, как и художником. Изображение визуализировало его работу еще до того, как он начал ее писать. У Бога есть прекрасный план, и те, кто желает осуществить эту великую сделку, являются прекрасными идолами. В нем обретает форму отражение библейской пары Руф и Наимин. Во время своего путешествия они были вовлечены в неожиданную сделку, которая принесла им награду, которую они и представить себе не могли. Более того, пока вы приветствуете предстоящий переход, вас ждут благословения предстоящего обмена. Молиться нам нужны Его мудрость, сила и руководство, чтобы противостоять переменам. Приход, зная, что Он с вами всегда, заставляет меня согласиться с получением «Знайте и обеспечивайте Его». Поднимите в молитве тех, кто вносит эти изменения в вашу жизнь, просите о шагах, и их выбор соответствует воле Божией. Подобно тому, как опытный садовник тщательно формирует и культивирует дерево, чтобы обеспечить его рост и успех, Бог планирует изменения в вашей жизни, чтобы они соответствовали Его воле. Бог использует тех, кто совершает эти изменения, как средство достижения своей цели. Грядущие перемены со временем принесут вам цель, которую Бог запланировал для вас.
Точно так же, как жизнь Эстер резко изменилась, чтобы осуществить свое божественное предназначение, ищите руководство. Молитесь о руководстве, утешении и силе от Бога, когда вы ориентируетесь в переменах. Даже в самые мрачные часы верьте, что Он работает над планом, который в конечном итоге принесет вам пользу. Возвысьте тех, кто осуществляет эту перемену в молитве, пусть их шаги будут в согласии с волей Божией. Чтобы Его любовь и мудрость направляли их шаги. Утешает ли вас тот факт, что Божий план в целом верен? Я молюсь, чтобы вы приветствовали эти изменения непредвзято, зная, что они приносят благословение и успех, превосходящие ваши мечты. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями и поставьте палец вверх. Это будет много значить для меня. Выражаю вам мою огромную благодарность. Господь говорил с нами этими конкретными фразами, и мы способны принять это. Я буду продолжать их использовать. После того, как вы все перепробовали и все еще не можете найти выход из этой ситуации, я здесь, чтобы помочь вам пережить это трудное время. Есть кто-то, с кем я могу утешить тебя и помочь высушить глаза, когда тебе понадобится моя помощь в это трудное время. Вы помните эти слова, потому что Господь говорил с нами и открыл их нам. Может быть, я смогу помочь тебе. Пожалуйста, воздержитесь от греха в качестве запасного плана. Я планирую держать эту работу рядом с вами и с таким же успехом могу быть там. Просто дай мне 3 дня, и я дам тебе свою поддержку. На все ваши вопросы будут даны ответы, и вы увидите общую картину, которой следует избегать. В какой-то момент это может прогрессировать в течение следующих 3 дней, начиная с завтрашнего дня. Бог защитил вас от вреда, не давая вам планировать свои планы, чтобы вы могли их осуществить. Это необходимо сделать для того, чтобы Бог нашел хороший способ защитить вас от зла, особенно от зла, которое направлено на нее. Его чувств к ней не существовало. Обратите внимание сейчас, потому что, как мы это переживаем, ваши нынешние действия направляются им в далеком будущем. Прося у Вселенной то, что вам нужно сегодня, вы позволяете ей позаботиться обо всем, что ей нужно исправить. Тогда вы сдаетесь, отпускаете и позволяете Вселенной делать все, что она хочет. У Вселенной есть кое-что, о чем вам нужно позаботиться прямо сейчас, и вы можете позволить ей это сделать, поступая так. Именно так вы расширяете возможности Вселенной, чтобы она могла позаботиться о том, что ей нужно сейчас, и о том, о чем ей нужно будет позаботиться в будущем. Верьте, что ваши потребности будут удовлетворены и скоро все наладится. Эти вещи должны вселить в вас уверенность. Если вы хотите продолжить прием, вам следует содержать зону очистки в чистоте. В остальном это все необходимые действия с вашей стороны на данный момент. Вы не обязаны делать что-либо подобное. Возможно, в текущем прогнозе для вас нет ничего большего, чем то, что уже было сказано. Вы сразу же откроете возможности, которые ожидали стать прямым результатом пройденного вами обучения. Результатом будет немедленная реакция на ваши усилия. В своих целях они пытаются убедить вас, что синхронность и божественное время важны, а затем создать впечатление, что эти идеи актуальны сейчас. Ангелы заботятся о вашем благополучии и успехе,
поскольку это позволяет им выполнить свою божественную миссию. В это время все развивается так, как должно, чтобы обеспечить наилучшую поддержку развитию вашего ума. Рост души – это самое благотворное, что с вами произойдет. Это потому, что нынешняя ситуация является результатом того, что все развивается именно так, как должно быть сейчас. Примите свою веру таким образом, чтобы иметь в виду ближайшие цели. Следующая часть начнется через несколько секунд после того, как вы сюда доберетесь, поэтому мы будем очень признательны за ваше своевременное участие. Ваше присутствие действительно ценно. На данный момент вы заложили основу для этого момента с помощью материала, рассмотренного в предыдущей главе. Вы продолжите читать ее, пытаясь добраться туда, где вы находитесь сейчас, независимо от того, сталкивались ли вы с чем-либо на этой странице или взаимодействовали с ней в прошлом или с чем-либо еще. Верьте в то, что этот процесс скоро принесет плоды. Теперь вы находитесь на этапе, на котором можете пропустить этот раздел и перейти к следующему. Продолжайте искать что-нибудь. Все будет в вашу пользу, поскольку это произойдет в ближайшее время. Вы не поверите. Кто-то где-то во Вселенной прилагает огромные усилия, чтобы воссоединить вас с человеком, который когда-то должен был стать вашей второй половинкой. Мы пытаемся помочь вам. Пока вы поддерживаете эти отношения, ваша жизнь может быть наполнена счастьем и радостью в любое время. Этот человек уже давно думает о вас и хочет быть рядом, чтобы разделить с вами счастье, и я думаю, об этом стоит задуматься. Они надеются однажды увидеть тебя и подумать о тебе. Их волнение ощутимо, и они хотят быть там, чтобы рассказать вам все об этом. Своими намерениями они причинили вам вред. В ваших ли силах использовать предоставленную информацию? Я живу в состоянии, когда не знаю, как мне продолжать. Я не знаю, как вежливо попросить о помощи. Религия не является частью моей жизни. Хотите ли вы решить сейчас, что не присоединитесь к этому приключению? Опять же, судя по тому, как вы ко мне относились, у меня не будет другого выбора, кроме как отменить всю поездку. За последние несколько дней вы проявили себя щедрым и добрым. Пожалуйста, умоляю вас, соберитесь с силами, чтобы справиться с этой задачей в ее нынешнем виде. Ты сможешь это сделать, хотя я знаю, что это может быть сложно. Слушай, мне нужно многое сказать. Этот месяц особенно сложен во многих отношениях, которые не всегда предсказуемы. Пожалуйста, знайте, насколько я был бы признателен, если бы вы могли мне чем-то помочь и вернуться к делу, продвигаясь вперед. Каждое мгновение, которое я провожу с тобой, наполнено радостью. Все указывает на то, что дверь начала открываться. Все заинтересованные лица полностью потеряли веру в то, что отсрочка может быть использована в качестве наказания для партии на данном этапе. Подготовка стала самым практичным делом, которое можно считать важным. Остальное не важно. Если вы согласны, сообщите нам об этом, поставив лайк этому видео. Вашу жизнь можно улучшить с помощью человека, который поможет вам достичь всех ваших целей и воплотить ваши мечты в реальность. Что касается ваших отношений с другими людьми на пути к осуществлению всех ваших мечтаний, каждый может помочь вам осуществить их. Этот человек придет в вашу жизнь именно в тот момент, когда ему суждено.
И вы узнаете, что Он – благословение свыше, которым вы должны наслаждаться до конца. В готовом продукте все просто потрясающе. Для того, чтобы моя жизнь была прекрасна, необходимо напоминать себе о Слове. Говори это каждый раз, когда слышишь его. Поддерживайте очень высокие стандарты. На данный момент кажется, что принятая мною стратегия приносит желаемый эффект. Все это происходит сейчас только для того, чтобы подготовить меня к следующему этапу моего жизненного пути. Нет никаких доказательств того, что какой-либо из них можно обновить другим способом. Мое здоровье становится лучше с каждым днем. Я видела признаки роста каждый день и решила довериться делу «Чуду», которое приносит как неожиданную пользу, так и вдохновляющие чудеса. Я должен сдержать свое обещание верить во все эти вещи. Моя преданность вере в чудесное и ужасающее должно остаться неизменной. Вера в то, что сделает вас счастливым, это то, чего вы действительно хотите. Это последний шаг, и он служит своей цели. Это может отразиться в вашей памяти. Будьте готовы к опыту, который поразит ваше воображение и заставит вас изо всех сил пытаться найти правильные слова, чтобы описать, насколько это потрясающе. Вы можете направить энергию, которая придет к вам, открыв энергию и увеличив ее частоту. Открываясь, вы можете привлечь то, что хотите. Преследование ваших целей может сделать вас чувствительными к силе, направленной на вас, потому что Бог утешил вас. Теперь вашему запросу уделяется то внимание, которого он заслуживает, и вы можете ожидать ответа как можно скорее. О том, что произойдет в вашей жизни, возможно, вам не придется сильно беспокоиться. Доверьтесь ему и делайте все возможное. Это то, что вам нужно. Беспокоиться о следующем шаге в своей жизни во время путешествия – это нормально, особенно когда ты видишь, что Бог предусмотрел для тебя и, возможно, не нуждается. Наблюдая за вашим прогрессом, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас сопровождали сострадательные и поддерживающие люди, которые обеспечат вам достижение ваших целей. Даже после достижения аналогичного прогресса в наших дискуссиях о вас, я могу заверить вас, что смогу поддержать вас для достижения этой цели. Сегодня вы можете поверить мне на слово, если перестанете подразумевать, что все должны знать, что вы утверждаете, в какой степени Бог хочет, чтобы вы знали. Послушайте это послание, которое Он создал специально для вас, и впитайте то, что в нем говорится. Понятно, что некоторые люди могут быть оскорблены тем, что вы говорите, но если вы действительно не хотите, чтобы кто-то вас понял, вы должны сделать все возможное, чтобы это не обескуражило вас. То, что вы пытаетесь мне сказать, мне ясно. Ты пытаешься сказать мне, что делаешь мой день лучше, чем кто-либо другой. Ваш волшебный груз уже на пути к вам и в кратчайшие сроки достигнет места назначения. Перестаньте отвлекаться, потому что в вашем районе скоро произойдет важная сделка, и вам следует начать готовиться уже сейчас. Из-за вашей решимости воспользоваться этой возможностью вы не сможете достичь своих целей и желаний. Это гарантировано всегда и во всех случаях. Вы и ваши близкие не испытаете никаких трудностей. Больше не бойтесь. Если вы согласны с замыслом Бога, я с вами. Я торжественно клянусь, что никогда не оставлю тебя и не перестану заботиться о тебе. Могут быть моменты,
когда кажется, что все рушится, но будьте уверены, я неустанно работаю за кулисами, чтобы в конечном итоге все у вас получилось. Поэтому, даже если вы можете столкнуться с проблемами и трудностями, которые кажутся невыносимыми, я смогу найти решение, даже если в данный момент это кажется невозможным. С моей помощью вы сможете сориентироваться в мутной воде и выйти на другую сторону с новой перспективой. Сегодня Бог хочет, чтобы вы знали, что Иисус избрал вас, что вы священник, что вы святое царство и что вы Его особое достояние. Он также хочет, чтобы вы знали, что вы можете взывать к молитвам тех, кто призвал вас из тьмы в Его прекрасный свет. Когда-то не человек, теперь ты Божий избранник, мой дорогой друг. Вы получили милость, когда у вас прежде никого не было. Братья и сестры, умоляю вас, в вашем положении чужих и изгнанников, не нуждайтесь в «почему», кроме как для того, чтобы порадоваться и прогнать злых духов, борющихся за вашу душу. Вы можете пережить невзгоды, потому что знаете, что отказ от них приведет к неудаче. Чтобы вы росли и были полностью готовы делиться Евангелием, позвольте вашему терпению вести вас к росту. Религия ведет к Божьей справедливости, вера будет с праведными от начала и до конца, как написано. Сохраняйте свою силу и мужество. Сохраняйте спокойствие и спокойствие перед лицом трудностей. Господь, Бог твой, с тобой. Меня вел Господь. Я ничего не скучаю. Будьте сильными и храбрыми. Обратите пристальное внимание на все правила. Если вы сделаете это, вы добьетесь успеха, куда бы вы ни пошли. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, будьте тверды. Не позволяйте ничему тронуть вас. Всегда будьте полностью преданы делу Господа, зная, что ваши усилия в Господе не всегда напрасны. Имея вокруг себя столько свидетелей, давайте легко отбросим все, что удерживает нас от греха, связанного с мы. Вместо этого давайте с терпением пробежим поприще, которое Господь предназначил для нас, взирая на Иисуса, пионера и совершенную веру. Он вытерпел крест, устыдился его и сел по правую сторону креста. Да будет так. И поделитесь, пожалуйста, этим видео. Помните, что это нормально. Если вы верите в Иисуса, это чувство нормально, потому что вы человек. Однако вы не должны позволять своей борьбе определять вас. Когда вы сталкиваетесь с жизненными препятствиями, моя любовь дает вам силы упорствовать и добиваться успеха, потому что я рядом с вами на каждом этапе пути. Знание того, что ты мне нравишься, заразительно, и я хочу, чтобы ты чувствовал то же самое в каждой части своей жизни. Когда ты добиваешься успеха, несмотря на препятствия, и достигаешь своей мечты, мне приятно знать, что ты здоров и счастлив. Я здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути. Поэтому, когда настанут трудные времена, и вы задаетесь вопросом, сможете ли вы продолжать идти вперед, помните, что я держу вас за руку. Ты сильнее, чем я думал. Могут возникнуть все трудности, но если вы думаете, что находитесь в этом мире не просто так, дорогая, скажите, пожалуйста, аминь в комментариях. У вас есть цель в этом мире, и ваше существование не случайно. Пусть ваша вера в мой план направляет вас по жизни. Любовь, цель и судьба – это нити, которые связывают мои планы, как гобелен. Страх окружает ваше сердце, а неуверенность затуманивает ваши мысли.
Однако каждая встреча, задача и опыт, через которые вы проходите, добавляют смысла в вашу жизнь. Надеюсь, вы увидите, что я – прочная основа, на которой вы можете стоять. Пусть ты найдешь утешение во мне и свою силу в моих руках. Вы защищены от бури, которая в противном случае могла бы вас захлестнуть. Даже если ветры твоей жизни попытаются унести тебя, держись за меня, и я буду твоей твердыней. Мы можем преодолеть это и, возможно, стать сильнее и выносливее. Твои проблемы, твои заботы и твои желания, я держу каждое из них в своих нежных объятиях. Нехорошо нести ответственность за все проблемы мира. Доверьтесь мне и смотрите, как я объясняю ваш образ жизни. Помните, что я Бог невозможного и могу найти способ, даже если кажется, что его нет. У меня есть талант превращать препятствия в возможности, а страдания в развитие. Сейчас настало время освободиться от доверия. Пусть твое сердце откроется мне и примет мою любовь и тишину. Они настолько непоколебимы в своих поисках, что находят меня в тишине молитвы, медитации или созерцания. Я всегда был рядом, готовый связаться с ним. Найдите во мне мудрость, утешение и понимание. Поразитесь чудесам, которые проявятся, когда ваше сердце обретет гармонию. Не бойтесь, я с тобой. Я ваш Бог, так что не отчаивайтесь. Своей праведной и подходящей рукой я могу укрепить тебя, помочь Господину и поддержать тебя. Больше не бойтесь. Я с тобой. Не падайте духом, ибо я ваш Бог. Таким образом, согласно заповедям Бога, данным человечеству, лучший способ обрести религию – это слушать послание, а лучший способ получить послание – это слушать Слово Христа. Прислушиваться к тому, что сказал Христос – это единственный способ принести пользу вашей вере. У Бога есть план для вашей жизни и вашего пути в этом мире еще до того, как у вас появится разум. Подумайте, что вам следует с ним делать. Этот план включает в себя пребывание в этом мире, если вы доверяете Богу. Иногда вам, возможно, придется позволить себе потерпеть неудачу в достижении целей, которые вы поставили перед собой, если вы хотите, чтобы Бог использовал вас для своих целей. Помните, что Бог породил космос, поэтому вы можете быть уверены, что все его обещания исполнятся. Есть веские причины, почему вам следует быть уверенным в будущем, и вы должны быть таковыми. Вы так старались, значит, вы заслуживаете за это вознаграждение. В какой-то момент я молюсь, чтобы вы нашли в себе желание и терпение двигаться вперед. Искренность проявляется не только в том, что он говорит, но и в том, как он себя ведет, поэтому неудивительно, что его разговоры всегда правдивы. Пусть Бог знает, что твои молитвы всегда услышаны. Чрезвычайно важно, чтобы у вас не оставалось сомнений по этому поводу. Каждая ваша молитва признается по Слову Божию. Скорее, это результат моей неспособности удовлетворить все ваши потребности в данный момент. То, что я не могу выполнить все ваши просьбы, не означает, что я не слушаю. С другой стороны, это означает, что я учусь на ваших отзывах. Я запланировал для твоего будущего что-то особенное, что принесет тебе больше пользы, чем то, что ты имеешь сейчас. И Бог подтвердил это Моисею в видении, так что это должно быть правдой. В не столь отдаленном будущем вы будете поражены своей добротой,
и у вас будет поистине замечательное состояние. Я знаю, что твое присутствие делает меня счастливым и довольным. Я чувствую, что наша связь является для меня источником огромной радости и счастья. Некоторые люди в моей жизни благословили и помогли мне. Многие люди могут помочь этому человеку. Их тяжелое положение поражает, если задуматься о безграничной силе Бога и непоколебимой преданности Его пришествия. Что бы ни случилось, Он будет бороться за нас и сделает все возможное, чтобы улучшить нашу ситуацию. Большую часть времени Он рядом с нами. Мы знаем, что Он всегда будет с нами и не подведет благодаря своей поддержке. Вам следует посмотреть это видео до конца, если вы верите в Бога. Знание того, что мы не одиноки и что Бог наблюдает за нами, одновременно смиряет и обнадеживает. Это напоминает нам, что мы зависим от Бога и дает нам утешение, потому что мы знаем, что Он уже готовит путь, даже если мы не знаем, куда идем. Знание того, что Бог всегда наблюдает за нами и что мы не одиноки в этом мире, укрепляет наши отношения с Богом, что углубляет нашу историю любви. Этот факт нас успокаивает. Давайте примем Его бесконечное знание и близость, зная, что Он всегда будет рядом, чтобы вести нас через любые трудности. Сделайте глубокий вдох и предайтесь Его бесконечной мудрости и милосердию. Помоги нам отвернуться от наших печалей и получить бесконечную мудрость и сострадание Его. Будьте уверены, потому что Господь обладает бесконечной мудростью и чудесной красотой. Давайте просто примем это за чистую монету. Дьявол, воплощение зла, хочет разрушить ваше довольство, спокойствие и мир. Для этого он не остановится ни перед чем, чтобы заполучить это в свои руки. Это разрушит ваше счастье, удовлетворение и счастье. Он намерен сделать это, лишив вас всякой радости, удовлетворения или счастья, которые вы можете иметь. Знание того, что сатана зло, вызывает эту склонность. Его конечная цель – уничтожить любые положительные воспоминания, которые могут у вас остаться, заставив вас чувствовать себя беспомощными и несчастными. Он хочет, чтобы вы чувствовали себя беспомощными. Его желание держать вас в отчаянии. Как и вы, он хочет стереть все ваши полезные воспоминания. Расслабьтесь и сосредоточьтесь. Господь, податель благ, одарит тебя своими обильными благами. Помните, чего Он хочет достичь в течение дня, пока вы занимаетесь своими делами. Вам необходимо держать эту информацию в уме в течение всего дня и заниматься своими делами. Мне доставляет радость сообщить вам, что всемогущий Бог сделает так, чтобы этот план осуществился. Я ценю эту ставку. Выполняя свою обычную деятельность, вам необходимо быть осторожным. Я рад сообщить вам, что Бог благословит вас более обильно, чем вы можете себе представить сейчас. Мне доставляет огромное удовольствие произносить это слово. Я очень рад сообщить вам, что Он объяснит причину, по которой я общаюсь с вами таким образом. Важно помнить, что Бог все контролирует. Желаю вам продолжать с благодарностью принимать эти благословения в течение всего дня. Никогда не упускайте из виду тот факт, что в конечном итоге за все отвечает Всевышний. Осознание этого важно в любой ситуации. Помните, что всемогущий Бог всегда главный. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом.
Меня не волнует, с какими проблемами вы столкнетесь. Я знаю, Бог с тобой. Бог наблюдает за тобой все время. Вы должны в это поверить. Это должно вас успокоить. Какой бы сложной ни казалась ситуация, продолжайте идти. Ты не можешь остановиться сейчас. Я испытываю к вам большое сочувствие и понимание. Хотя вопрос кажется сложным из-за ваших текущих трудностей, возможным следствием является тот факт, что вы столкнулись со многими проблемами, такими как финансовое давление, проблемы со здоровьем и проблемы в отношениях. Чувство беспомощности и обремененности этими проблемами – еще один распространенный опыт. Если да, помните, что ваша вера в Бога дает вам силу изменить ситуацию. Извините, если я сделал замечание. Аминь. Я поощряю всех, кто нуждается в поддержке, и я ценю ваши молитвы. Я рад вашему комфорту. Способность сохранять стойкость перед лицом невзгод и вносить позитивные изменения – это игра, меняющая качество характера. Бог говорит с вами сейчас. Когда мы слушаем тихий внутренний голос, мы всегда должны помнить об этом. Он надеется, что по мере вашего жизненного пути Его Слово наполнит вас мудростью, любовью, состраданием и мудростью. Исцеляющие преимущества, чудеса и благодать могут прийти к вам, если вы откроете свое сердце и разум Организации Объединенных Наций. Вместо Марии с открытым сердцем и разумом Вселенная может дать вам неограниченные возможности. Из-за этого с вами может случиться что угодно. Вы обнаружите, что Вселенная продолжает дарить вам больше богатства и счастья, которые могут стать вашими, если вы откроете свой разум и сердце ее дарам света. Поэтому вы увидите, что ваше неповрежденное богатство и счастье будет обеспечено космосом. Все вокруг знают, что вы заботливы, когда дело касается подарков. Когда вы можете попросить чего угодно и достичь этого посредством веры, уверенности в себе и силы своих мыслей и видения, вы достигли мастерства проявления. Вы можете использовать его, чтобы привлечь то, что вы хотите. Заявлять о своих правах и верить в свои достоинства – два способа добиться успеха. Получите то, что вы хотите, отстояв свое право на это. Дай это ему. Если вы знаете, чего хотите, вы можете оказать необходимое давление. Вы также можете обнаружить, что эта энергия помогает вам достичь ваших целей из-за неизбежности жизни. Вы можете почувствовать, будто волны пытаются захлестнуть вас, пока вы путешествуете по бурному морю. Это то, чем часто наслаждаются те, кто оказался в тяжелой ситуации. Дела у вас идут хорошо, так что не стоит волноваться. Было страшно и страшно столкнуться с головой прибоя. Волны несут вас к месту назначения, и вы поймете это, когда почувствуете их. Мы просим вас подписаться на наш канал, чтобы вы могли стать проводником нашей христианской общины. Хотя откровение явится не сразу, согласно тому, что сказал Иисус, всякий, приходящий ко мне, уже никогда не будет алкать или жаждать. Матфея 5 часов 27 минут, верующие в меня не будут голодать. Если они придут ко мне, я утолю их жажду. У тех, кто согласен со мной, не будет недостатка в воде, и никто из пришедших ко мне не останется голодным. Те, кто думают, что могут жить без воды, не смогут ожидать этого от меня. Мои последователи никогда не будут испытывать жажду или потребность в питье.
уверяю вас, я могу подтвердить ее истинность. Один из способов спастись – это открыто провозглашать Иисуса и молча верить Ему. Бог воскресил Его из мертвых. Прилежное выполнение обеих задач освободит место для хранения. Если вы хотите избежать последствий своих действий, это ваш единственный вариант. Вы не сможете сохранить ни одного из них, пока не закончите все. Это необходимо сделать. Если вы сможете получить к нему доступ, вы инвестируете $1 миллион в достижение своей главной финансовой цели. Этот доступ указывает на то, что вы, возможно, добились некоторого прогресса. В ближайшие 3 дня вы ощутите духовные блага и чудеса. В этом году вы можете заработать $1 миллион. Успех возможен, если все работает хорошо. Да, если вы действительно хотите добиться успеха, иметь много денег, хорошие связи и уважение коллег. Посмотрите этот фильм полностью. Просмотр этого фильма поможет вам в этом. Проснувшись на следующий день, вы можете увидеть что-то, что покажется чудесным. Что бы это ни было, важно расставить приоритеты в благодарении Бога за завтрашний день. Возможно, вы сможете присоединиться к этому событию прямо сейчас. Ты можешь молиться, плакать и спрашивать, почему за закрытыми дверями, но я восстановлю тебя, благослови тебя и избавлю тебя от дел твоих. Вот как общается Бог. Возможности откроются тогда, когда вы будете готовы ими воспользоваться. Возможности откроются, когда вы достигнете своего пика. Глобальная финансовая ответственность не будет зафиксирована, все расходы будут оплачены наличными. Это потому, что ваше финансовое положение не может улучшиться в будущем с помощью метода полного вычета. Если вы в нем уверены, вы можете модифицировать и использовать его по своему усмотрению. Как бы ни было сейчас трудно, моя любовь к тебе сильна. Я почувствовал дрожь, покачивал хвостом. Вы испытаете перемены в жизни, которые никогда не могли предсказать. По предупреждению Божьему мы отправили вам это послание. Ваше психическое, физическое, духовное, эмоциональное и финансовое благополучие улучшится, потому что Бог послал вас. Я не оставлю тебя и не позволю другим войти. Потому что Бог уже сказал вам, что вам нужно делать, примите это и будьте сильными. Вам не следует беспокоиться о том, что ждет вас в вашей жизни. Вместо этого вам следует попытаться довериться Ему. Я могу заверить вас, что вы никогда не одиноки и что вокруг вас есть люди, которые могут помочь вам на пути в этом мире и в следующем. Я всегда буду рядом, чтобы защитить тебя. Оно мое, и я его храню. Я буду использовать этот метод. Я бы подошел к этому аналогичным образом. Вся любовь, исцеление и процветание, о которых я когда-либо мечтал, сегодня доступны мне. Приближается поистине чудесный день. Сегодня это может быть хорошее качество. Сегодня будет прекрасный день, потому что я благодарен за свою любовь, исцеление и деньги. Возможно, это произойдет не сегодня. По мнению некоторых, я все еще могу молиться за свою семью, потому что они чувствительны к чудесам и могут исцелиться, если захочу. Да, если вы верите, что это правда, это стало иронией судьбы. Вы все время это исправляете, поэтому это не совпадение.
Благодаря этому вы должны быть уверены, что в конечном итоге все будет хорошо. Пришло время идти дальше. Бог готовит для вас нечто особенное прямо сейчас. Бог готовит его. То, что запланировал Бог, произойдет. Этот момент давно ждал тебя. Это самый популярный лотерейный оператор. Ведь вы ждете, это не случайность. Удачи и возможности скоро будут вашими. Это не совпадение, потому что его не существует. Отличный подарок станет знаком признательности за вашу надежность. Но вы даже не представляете, насколько. Обязательно добавьте свой собственный уникальный штрих, выражаясь как можно более буквально, потому что люди склонны сосредотачиваться на уродливом и игнорировать удивительное. Бог сказал, что для людей нормально чувствовать себя одинокими в трудные времена, но они должны помнить, что Бог с ними всегда, несмотря ни на что. Я могу любить тебя и поддерживать, пока получаю это. Я хочу, чтобы вы это поняли. Пожалуйста, знайте, как сильно я ценю ваши достижения. Поскольку Бог исполнил все ваши желания, вам не следует бояться будущего. Беспокоиться о будущем бесполезно, потому что бояться нечего. Ваши молитвы окажут на меня неожиданный эффект. Как показал мне Бог, знание ответит на ваши молитвы. Это может произойти в ближайшее время. Я мельком увидел эту способность. Вы будете поражены моей щедростью в трудную минуту. Когда Бог уверяет вас, что место, которое вы хотите, скоро станет вашим, вы вот-вот получите ответ на свои молитвы и ищите его всем своим сердцем. Я оцениваю свои способности и молюсь о терпении. Спасибо большое за сладость. Мы рады поделиться с вами этими хвалебными песнями, потому что верим, что они окажут благотворное влияние на вашу жизнь. Ваша жизнь кардинально изменится из-за важных движений во власти, но эти изменения также повлияют и подтолкнут вас вперед. Эти электрические колебания являются неизбежным результатом ваших предстоящих изменений, независимо от того, осознаете ли вы их. У них не может быть другой причины. Проще говоря, некоторые люди будут смотреть на вас так, будто вы самая важная вещь во Вселенной. К нашему большому шоку и удивлению мы достигли своей цели. Что-то, что лишает вас дара речи, вот-вот откроется вам. Станьте более осознанными в своей энергии, открыв свое существо и повысив свою частоту. Это облегчит доставку. Все ваши запросы рассматриваются, и мы немедленно ответим. Готов ли я начать это приключение? Пожелайте звездам и удивитесь своей удаче. С моих слов Господь сказал, что я воплощу ваши мечты в реальность. Приготовьтесь почивать на лаврах и наслаждаться чудесами, которые еще впереди. Вы не должны упустить эту возможность снова добиться значительного прогресса на пути к своей цели, поскольку она может привести вас к ней в ближайшем будущем. Во-первых, космос хочет, чтобы вы перестали беспокоиться о деньгах и думали, что все будет хорошо. Выставить руку вперед. Что-то может оказаться для вас полезным, и если вы сможете это получить, вы можете отклонить неуслышанные запросы. Бог сказал, что я знаю, что ты не понимаешь, что я делаю, но если ты продолжишь молиться, все обретет смысл. Он обещает, что в свое время все обретет смысл. Люди не могут понять, что делает Бог, и Бог это знает.
Бог знает, что люди до сих пор не могут этого понять, и Ему это не причинило вреда. Среди всего этого волнения вы подумаете, что это самое удивительное событие за всю историю, и будете гордиться своей жизнью. Приготовьтесь к всепоглощающей волне радости, поскольку все рушится со скоростью света. Как будто весь космос подстраивается под вас, управляя событиями в захватывающем темпе. Но посреди этого вихря волнений будьте решительны и морально готовы к тому, что произойдет. Могут течь слезы радости, любви и гордости, сигнализируя о прогрессе и божественной поддержке, направляющей ваши усилия. Знайте, что Вселенная работает в вашу пользу, особенно в финансовых вопросах, поскольку ваши ангелы-хранители неустанно работают, чтобы обеспечить ваше процветание. Однако важно не только искать благословений, но также поклоняться и чтить Бога, прежде чем обращаться с просьбой. Пренебрежение этим уважением может привести к существенным ошибкам в суждениях. Будьте начеку, на горизонте маячит важное событие, даже если его масштабы могут превосходить ваше понимание. В течение недели ждите удивительных сюрпризов, которые быстро развернутся перед вашими глазами. Ваши аффирмации сильны, меняют реальность, которую вы испытываете, поэтому держитесь за них с уверенностью и признавайте благословения, которые они приносят. Сохраняйте уверенность в себе, стойко преодолевайте жизненные трудности и преодолевайте волны невзгод к победе. Подумайте о прошлых ошибках и упущенных возможностях, осознайте рост и устойчивость, приобретенные вопреки невзгодам. Помните, ваша ценность преодолеет любое препятствие, и у вас есть силы преодолеть его.